5 января 1993 года абхазская армия предприняла попытку освобождения оккупированного Сухума. Эту дату принято считать началом январского наступления. Чтобы освободить столицу республики, передовые части абхазской армии вышли к окраинам города и попытались выбить вражеские войска с его территории. Подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В тот день погибли 37 из них, а более 100 были ранены. Ежегодно 5 января в республике проходят памятные мероприятия, связанные с этой трагической датой. На возложение у мемориала славы в Гудауте нескончаемым потоком шли люди. В честь погибших бойцов прошел памятный митинг. Аглумцахква, азачква, акрахимзаква, хашкра рыкумзад, ихеио, ачар, атурыхзидзирна, бакрыхицква, хашкра рыкумкодирзинхад. Сегодня, 5 января, Абхазию постигла весть о кончине общественного и политического деятеля Анри Джиргения. Джиргения оставил значимый след в политической истории республики. В разное время он занимал должности председателя Народного суда, был членом Верховного суда, советником и представителем президента Абхазии Владислава Арзенба. С 1992 года по 2001 работал генеральным прокурором страны. С 2001 по 2002 был премьер-министром Абхазии. В первое воскресенье 2020 года поговорим и о международных новостях. Мир торжественно отметил наступление очередного десятилетия. Масштабы празднования отличаются в разных регионах. Например, салют, организованный в Объединенных Арабских Эмиратах, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Еще одно событие в другой стране мусульманского мира, но уже не радостное, а трагичное, попало на первые полосы мировых СМИ. Инцидент, повлекший за собой международный резонанс, произошел ночью 3 января, когда Соединенные Штаты Америки произвели в районе аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди Аль-Мухандеса. Атака аэропорта в Ираке была спланирована заблаговременно. Касема Сулеймани в Вашингтоне назвали причастным к организации нападения на американское посольство в Ираке. Волна столкновений между демонстрантами и американскими военными в Багдаде возобновилась 31 декабря. Так иракцы отреагировали на удар американских ВВС по лагерю шиитской группировки у границы с Сирией. Жертвами того налета стали 25 человек. Демонстранты в Багдаде попытались проникнуть на территорию американской дипмиссии. Посла пришлось срочно эвакуировать. Военные подняли в воздух вертолеты и разогнали толпу слезоточивым газом. Дональд Трамп за несколько часов до Нового года пообещал Ирану серьезные последствия, так как США считают, что именно Иран спонсирует шиитских боевиков. По случаю гибели одного из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке в стране объявлен трехдневный траур, а верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пообещал США отомстить за убийство генерала Сулеймани. Сотни тысяч людей вышли на улицы с антиамериканскими плакатами. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани, чтобы остановить войну, а не начать ее. Несомненно, атака аэропорта в Багдаде вызвала серьезную эскалацию напряженности в регионе. В Евросоюзе считают, что ее необходимо остановить любой ценой. МИД России выразил соболезнования народу Ирана и назвал убийство генерала авантюрой. Китай призвал стороны к сдержанности, осудили бомбардировку аэропорта и в Сирии. Народное собрание Абхазии приняло заявление, в котором решительно осудило теракт, произошедший в Багдаде в ночь на 3 января 2020 года. Об этом сообщили в парламенте страны. В Украине 1 января отмечали не только Новый год, но и день рождения фашистского пособника Степана Бандеры. Новости из Донбасса в эти дни не отличаются положительными сообщениями. За неделю уже было зафиксировано несколько обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР. Жители стараются не терять новогоднего настроения. Ну, в Новом году всем людям мира, во-первых, чтобы мир был, здоровья, а все остальное будет, чтобы мир и здоровье было. С
1 января 2020 года слово «Голландия» больше официально не является названием страны. Теперь местные вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название «Нидерланды». Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками. Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещает именно историческую Голландию. Реформа названия страны обойдется бюджету королевства 200 тысяч евро. Впрочем, и в Нидерландах праздничная неделя не прошла без ЧП. 5 фирм, которые находятся в Амстердаме, Роттердаме и Уэтрехте, получили посылки с бомбами. К счастью, ни одно из устройств не взорвалось. Неспокойно было и во Франции. Недалеко от Парижа 3 января мужчина с ножом напал на 4 прохожих. Один из пострадавших скончался от полученных травм. В ленте мировых новостей за последнюю неделю не раз появлялись сообщения, связанные с природными катаклизмами. В Австралии серьезно распространились лесные пожары. Пламя достигло таких масштабов, что стало самостоятельно формировать погоду, отмечают ученые. Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2000 километров и достиг территории Новой Зеландии. Сообщение о землетрясении магнитудой 6,5 баллов 5 января поступило из Мексики. В Джакарте произошло разрушительное наводнение, повлекшее за собой жертвы. Еще одна новость из Индонезии, но уже научного характера. На территории страны был обнаружен самый большой цветок в мире – Рафлезия. Его диаметр составляет более 122 сантиметров. Об этом сообщает Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры. Амелия Бисмарк, Абхазское телевидение.